Ребятушки, всем привет! Ребятки, не поверите, куда я задумал выйти порыбалить. Время, ребят, 5 вечера. Серьезно. Я шел по полю. Рыбачки уже с большой визинги идут домой. А я, ребятки, только захожу. Спустился, ребят, на реку Сысолу. На кормильцу свою. Недалеко поселок Первомайский, где я родом, с откуда я. Сейчас приехал после работы, ребят. Дорогу не стал снимать, потому что времени на исходе. Сегодня, ребят, в планах ночная рыбалка. Также хочу попробовать половить налима. Короче, сейчас спустился, ребят, на Сысолу. Вот она идет. И за поворотом недалеко уже устье Визинги, где я сяду на мирную рыбу. А здесь, ребятки, на Сысоле буду пробовать налима. Так что сейчас, ребятки, по пути буду расставлять доночки. Не знаю, что из этого получится, конечно. Воды вроде нету на льду. Короче, в бой, ребятки. Время летит незаметно. До темны осталось. Что, ребятки, расклад такой, значит, погода неустойчивая у нас. То снег, то солнце. Вот видно даже по таким тучам снежным. Температура тоже скачет, ребятки, рыба не клюет. Ночью до -3, днем бывает, короче, даже -2. Но еще таких оттепелей не было, ребят. Значит, вот, примерно, еще раз повторюсь, родом, ребятки, с поселка. Примерно здесь, ребятки, небольшая яма. Здесь поставлю донку на налима, на червя, ребятки. Так что у меня живца еще нету, ершей, допустим, там какой-то еще. Зато есть, ребят, червь. Червь большой, хороший. Но вот тут видно рогатульки, здесь, возможно, кто-то ставил тоже доночки. По этой стороне уже, ребятки, идет пляж. Вот здесь хорошая рыбалка на фидер сдать. Чуть-чуть выше. Но здесь, ребятки, попробую доночку поставить и уже дальше буду потихоньку идти расставлять доночки. Так что погнали. Ну что, друзья, доночки, как правило, я не стал переделывать специальные налима. Вот у меня есть такие донки, на которые я рыбачу осенью, весной, хорошо налима. Много видел на канале, ребят. Забрасывается это все с берега. И тем самым я хочу, ребятки, также их поставить. Не стал переделывать. Времени вообще нету. Так что, короче, просто заброшу. И буду рыбалить на червя, ребят. Насаживать как осенью, как весной, как... В общем, всю рыбалку мы рыбачим на червя. Он почему-то у нас ничего больше не предпочитает, кроме червя. Так что будем пробовать на червя. Ребята, местные люди, ребят, у нас червя заготавливают на зиму. То бишь, ложат ведро в банку большую какую-то и хранят уже дома его. С осени накапывают. У Григорича, ребятки, остались черви. Так что сейчас будем насаживать и пробовать. Вот сколько червей. Червь хороший, крупный. Где там у тебя ведрище? Тут раз-то смотрел, у тебя там нормально, да, вроде червей? Чего это? Червей-то? Знаете, червей-то, их хуй выкинь. О, как раз на сейчас, ребят, побольше насадим все это дело. Как осенью, ребят, будем вспоминать уже осеннюю рыбалку, летнюю. Не знаю, никогда так, ребятки, не пробовал, в принципе. Ну, решил попробовать. Почему нет? Таким образом, ребятки, сейчас насадим. Червей не жалеем. Чем больше, тем лучше. Так что вот так. Ну, вот так выглядят два поводочка, получается. Конечно, я не буду его растягивать. Спущу немного по течению. Все, отправляем, ребят. Дно нашло. И еще, ребят, леску немного спущу, чтобы поводки были на дне. Вот так. Таким образом еще пару оборотов дам. Все. Теперь перемотаю посередине. Вот таким образом уложу и закопаю, ребят, все это дело снегом.
так, ночью морозные еще, ребят, чтобы не промерз. Идем дальше. Ну что, друзья, одно дело сделал. Расставил доночки, получается. Поставил на яме, ребятки, выход с ямы, пляж, потом там идет торфяник и здесь мель сантиметров 30. Короче, подо льдом сантиметров 30 всего. Не знаю, 5 донок, 10 крючков, 50 червей. Ну, это, конечно, не очень много. Люди ставят по 30, по 40 штук и попадается 1-2 налима. Но это должно мне повезти очень сильно, чтобы что-то попалось. Даже, ну хотя не знаю, ребятки. Иду на то место, почему бы не попробовать. Привет своему отцу. Вот, бать, смотри, устье, что с него стало. Помнишь, как мы здесь езя ловили, леща с тобой ловили, донками, удочками. Сейчас сплошные кустарники, бать, даже не подойти. Ну, даже сосны выросли. А вряд ли ты сюда когда придешь когда-нибудь. Но я тебе хочу показать, вот смотри, что изменилось здесь. Вот так все это стало. И мелко здесь очень. Здесь, ребятки, оказывается, вода, он постоял, поснимал, и все, хана лыжам, ребятки, замочил. Надо выбираться отсюда. Все, лыжи не идут. Жесть. Тут, оказывается, вода. Надо выходить отсюда быстрее, ребятки. Вхожу в малую реку Визинга. Пошла, осысла, вот, уходит. Вот на тех обрывах, ребятки, раньше ловили леща тоже на фидер. Сейчас что-то тоже все там изменилось. Ну и вот за мной закат, ребята. Я вообще не успеваю ни хрена. Вот видно, что лыжи не катят, просто карабкаюсь. Можно посмотреть. Вот такие бугры, ребят. Постоял, называется. Ох ты, ни хрена. Жесть просто. Просто жесть, надо ножом почистить и идти дальше. Остановился перекурить, ребят. Фу, весь сырой. Жесть. Вроде время прошло немало, но я с донками минут 40 потерял. Смотрел, перебурился, потому что где-то на мель попал, где-то бровку искал. Но все равно не тяп-ляп кинуло, как-то старался что-то найти, ребятки. А так красота, такие облака интересные, классно. Ну и буду один, ребятки, ночевать, пробовать. Короче, интересная рыбалка получится, походу. Ребят, вышел даже на бураницу, но воды очень много. Решено, оставляю лыжи и иду пешком по буранице. По буранице более-менее, ну, вода просачивает, но в сапогах нормально. Так что надо спешить, ребята. Вот там солнце, а вот уже луна торчит. Так что надо поскорее. Так, ну, добрался вроде, уже смеркаться скоро будет. Ну вот по совету Жени, вот здесь сяду, попробую половить мелочь. Получается, вот здесь елец, красноглазка. По этой стороне можно говорит, окуня побурить. Вот видно, там бурено все. Это вот Женя здесь бурился. И вот тут чуть ниже яма, вот получается вот это. Здесь буду пробовать. Если поймаю на ночью ерша, буду расставлять вот так все вниз, жерлицы. Так что все, ребятки, здесь бурюсь, расставляюсь. Ну и будем что-то пробовать, ребят. Удочки расставил. Ерш пошел. Один, правда, сошел, пока в лунке его оставил набирать водички. Сейчас будем, первая задача, поймать ерша на жерлице. Начинает темнеть. Взял старенькую палатку. Сейчас расставлю ее, ребятки, здесь. И уже будет теплее, веселее. Чувствуется резкое похолодание. Пару ершей, ребят, я поймал. Ну, были еще поклевки. Было пару сходов. Я тут пока в похотях, короче, ребят, быстро-быстро. Сейчас расставим палаточку, поставим свечечку. Ну и будем пробовать еще ловить.
В принципе, 2 уже есть. Можно потихоньку, ребят, идти уже и расставлять. Сейчас поставлю, оборудую место себе. Ну, еще попробую немного половить. Присыпем снегом, ребят, немного. Палатка простая, маленькая. Никакой там не куб. Но все равно будет теплее, комфортнее. Так, присыпем. И будет шикарно, да. Поставил свечку. Поставил палатку, стало уютнее. Сейчас проверил свои снаряжения. В принципе, взял с собой очень много всего. Но забыл, ребят, кармак. Забыл рукавицы. Что еще забыл, ребят. А так, в принципе, барахла набрал с собой, еле допер. Топоры там, всякое разное. Что-то вот столько пробурился, сразу были поклевки. Сейчас вот 2 штук поймал и пока тишина, не знаю. Возможно, сейчас пойду сразу, пока времени не буду терять, поставлю. И потом в течение лова пару поймал, пошел поставил. Но это все придется, ребят, по темноте делать. Но, увы, после работы поехал. Времени нет сорваться. Ребят, полнолуние жесткое. Больше ершей не попало, к сожалению. Но я думаю, может, еще исправим мы это дело. Решил поставить, ребят, жерлички. Пришел на яму. Вот здесь яма такая. И очень много воды под снегом. Воду выдавило. Не знаю. Ну, сейчас парочку поставим. В принципе, ну, пускай стоит. Чувствуется похолодание. Ну и, конечно, лоханулся, ребят. Не взял я рукавички. Ну ничего, как-то исправим это дело. В принципе, я из северных людей не должен замерзнуть. Ладно, будем ставить. Тройнички небольшие. Ой, какая-то леска тут запуталась. Вот так мы берем. Ладно. Где ты, брат? Братец Ёрш. Иди сюда, друган. Под хвостик мы тебя зацепим. Ну и погнал. Ищи налима, Никодима. Ищи налима, Никодима. Яма здесь хорошая. В плане, ребят, щуки я делаю 3 оборота. А налима надо делать всего лишь 2 оборота. И все. Жерлицы наши переделаны, ребята. Если будет поклевка, то мы ее услышим даже за 100 метров. Снегом засыпем, потому что тут очень воды много. Да и этот мороз будет нехилый. Вот так. Не знаю, пускай стоит. Ямка хорошая. Сейчас ниже еще одну поставим. Хотя бы на... Мало ли с вечера выйдет. 8 часов. Мороз на улице. Свечка не вывозит. Ну, примуса шмеля обычно, как обычно, нету. Такими рыбалками я не занимаюсь, ребят. Ну, решил попробовать вот так посидеть. Попробовать налима добыть. Слышно, что выходят ночные хищники. Сейчас летала сова, выла. Ну, как бы, ничего страшного, вот, от мороза хрустят деревья. Ну, тоже как бы неприятно. Ну, и плюс, что у нас очень много волков в этом году. Лишь бы не нарваться, как бы. Жугани на меня не нарвались. Я не знаю, что потом будем, как с ними базарить будем. Братцы, экстренная ситуация. За поворотом, чуть может выше поворота. Слышу, ну, волк завыл, короче. Я, конечно, блядь, остепенился, но очко как бы поджал. Ну, думаю, не знаю, выйду, посмотрю обстановку. Проходит 15 минут. И слышно, голоса удваиваются, короче. Походу стаю созывает. Я не знаю, что делать. Короче, я у черта на рогах, пиздец. Блять. Я не знаю, ребятки, что делать. Что-то мне вообще очково стало.
Мне выбирать, у меня жерлицы расставлены. Мне выходить по бане. Короче, ребят, я не знаю. Походу надо сматываться отсюда. У меня мандраж. Пиздец. Меня трясет. Короче, реально они поняли, что легкая добыча, и начали ставить созывать походу. Ребят, слышите, слушайте. Вот, слушай. Во. Это все, это пиздец, ребят. Я, короче, кидаю все, быстро в рюкзак собираю. У меня есть жерлицы, я не знаю, что делать. Я, короче, я выбегаю нахуй. Полнолуние, я метров 200-300 видел силуэт уже на льду, нахуй. Все, жесть, блядь. Хуй его знает, ребят. Если видео не будет, значит меня сожрали. Добрался до Сысолы. Шипулин отдыхает. Так-то не смешно, но, блядь. Юморист я еще тот. Постоянно оглядываюсь, по сторонам смотрю. Короче, лечу, блядь. Очко на минусе, ребят, отвечаю. Ой, жесть, блядь. Рюкзак покидал все быстро. Я не знаю, может что-то еще оставил даже. Капец, блядь. Ну вот, ребятки, поселочек виднеется. Короче, мамка у меня здесь кипиш навела, ребята. Мужиков вызвонила сразу на буранах. Начали кататься, смотреть. Короче, ребята, серьезно говорю, ребята, я вот вроде всегда думал, волка боятся, в лес не ходить. А когда вот так, ребята, они рядом, ну это реально очень страшно. Короче, жестко, ребят. Извиняюсь за маты, но просто без вариантов вообще. Вот так что вот так, короче. Хрен знает, что могло бы быть. Полнолуние. Может и на луну воют. Может реально созывались. Может хотели меня хапнуть. Короче, ребят, на связи. Не попадайте в такие передряги.